Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 2 октября 2020 года. Это будет пятница. Посмотрим, какой сегодня будет день. Восьмерка трефовая выпадает как карта дня. Что будет помогать, что будет мешать. Восьмерка трефовая говорит о том, что сегодня могут быть какие-то очень важные дела, проекты, сделки, встречи с людьми очень известными, влиятельными и решение каких-то очень важных для нас вопросов. Также эта карта говорит о том, что может не все получаться легко и быстро, может быть, придется там что-то терпеливо дожидаться, или, может быть, придется менять планы. Допустим, вы думали, что одним образом будете действовать, с одними людьми встречаться, а нужно будет, возможно, менять здесь планы. Также карта говорит о том, что может быть ситуация, когда мы окажемся в каких-то рамках, да, когда мы не сможем действовать так, как хочется. Вот это тоже как бы не очень приятно, да, обычно бывает. В общем, день не только достижения каких-то высоких целей может быть, но и каких-то задержек. Что будет помогать? Дама трефовая. Будет помогать нежелание идти напролом, да, вот говорить напрямик, действовать как-то, может быть, в лоб, скажем так, да, а вот желательно искать какие-то обходные пути, приспосабливаться к ситуации, находить подходящих людей. Карта говорит о том, что могут быть трудности, да, вот при достижении цели, при общении с людьми, но все это можно преодолеть. Во-первых, нельзя ни в коем случае проявлять себя агрессивно. И желательно быть непредсказуемыми сегодня, да, вот именно вести себя так, как от нас не ждут. Тогда вот точно есть возможность у нас решить вопрос самым лучшим образом. Особенно вот карта говорит о том, что сегодня нужно быть осторожными с критикой, да, и нужно быть осторожными в дороге. Карта Валет Бубновый говорит о том, что сегодня не рекомендуется делать. Еще раз карта говорит о том, что нельзя идти на конфликт. Не стоит, может быть, отвергать людей, которые к нам хорошо относятся, да, которые нас любят. Вот сегодня может быть такое желание, да, отвергнуть, отойти в сторону, когда вот нужна наша помощь, да, или, может быть, проигнорировать чувства другого человека. Вот этого тоже не стоит делать. И также сегодня не стоит вмешиваться в чужие дела. Особенно вот если вот нас не просят, да, помогать, лучше не помогать сегодня. Давайте посмотрим, что ждет в отношениях. Для тех, кто в поиске партнера, шестерка бубновая. Вот для тех, кто ищет своего человека, очень даже удачный, хороший день. И может быть какая-то судьбоносная встреча. Для тех, кто в паре, семерка пиковая, карта говорит о том, что будут какие-то известия очень важные для вас обоих. Либо вы будете в отъезде и далеко друг от друга и будете очень часто общаться через связь, через СМС, или, может быть, здесь сегодня такой день, когда вы оформляете какие-то бумаги, вот, которые касаются вас обоих или одного из вас. Для тех, кто в ссоре, восьмерка бубновая, карта говорит о том, что вам предоставится сегодня возможность вот как-то кардинально решить вопрос. Если человек вам действительно подходит, значит, это будет примирение, потому что все будет этому способствовать. Если же человек вам не подходит, да, судьба против, то тогда все произойдет так, что вы либо больше поссоритесь, либо просто не сможете договориться, да, то есть вот здесь может быть тогда расставание. Но в любом случае это будет к лучшему. В общем, это сегодняшний день покажет, насколько этот человек вам нужен и важен.
Работа. Для тех, кто в поиске работы, десятка бубновая. Карта говорит о том, что, возможно, если вы учились, приобретали новый какой-то опыт, появится работа как раз вот по этому новому направлению. Или, может быть, работа найдется такая, где придется переучиваться, добавлять каких-то знаний. Для тех, у кого уже есть работа, восьмерка пиковая, здесь тоже у вас могут быть какие-то новые проекты, новые дела, то, чем вы еще не занимались, новое какое-то направление. И также, может быть, от вас потребуется позаботиться, может быть, о коллективе, да, или, может быть, будет такой клиент, с которым нужно будет долго возиться, да, то есть нужно будет как-то вкладываться сегодня в работу со всей душой. И также сегодня, если что-то откроется для вас такое, что вы еще не знаете, да, вот в вашем деле, в вашем профессии, это знак, что нужно в этом направлении учиться, развиваться. Для тех, у кого свое дело, девятка трефовая. Карта говорит о том, что сегодня будет очень много дел, очень большая занятость, будете решать вопросы вот, профессии, и нужно опасаться говорить лишнего, да, нужно опасаться предательства или какой-то манипуляции. Вот есть тут такая все-таки, тем более вот в сочетании с восьмеркой трефовой, возможно, это человек, на которого вы совершенно не могли подумать, он может вас как-то подвести и подставить. Деньги для тех, кто на зарплате, десятка пиковая, какие-то перемены в деньгах, или будет какое-то предложение новое, да, может быть, новая работа, или, может быть, повышение в должности, или там переезд с места на место, да, и это повлечет за собой изменения в зарплате, очень даже существенные. Для тех, кто своим делом зарабатывает, шестерка трефовая. Но здесь, скорее всего, будет очень много трат по поводу того, что на что мы будем тратить? Либо будем тратить на кредиты в банках, да, выплачивать, либо налоги какие-то платить, да, в общем, то, что мы обычно отдаем без особой радости. Здоровье какое будет у нас 2 числа, валет трефовый. В принципе, здоровье зависит от нашей активности и от желания, от возможности контролировать свои эмоции, да, потому что здесь вот может быть именно из-за каких-то споров, ссор страдать здоровье. Вот сегодня вот самое важное, да, чтобы вот эти энергии выходили через действие, тогда на здоровье не будет никакого вреда здоровью не будет. И в конце дня у нас дама бубновая. Карта говорит о том, что сегодняшний день даст какие-то новые возможности, даст новые какие-то новых людей, новые встречи. Также здесь карта выбора, какого-то решения, которое мы сегодня примем, которое будет влиять на дальнейшую нашу жизнь. И также сегодня вечером, возможно, придется все-таки решать дела других людей, или это будет, нас будут просить об этом. Вот карта говорит, что нельзя в дела других вмешиваться, да, и вот, может быть, нужно прислушиваться к этому совету. Допустим, вас просят вмешаться в чью-то ситуацию, в чью-то жизнь, да, а вы все-таки воздержитесь, потому что, видимо, сегодня это не вовремя. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.